Кім лайк басады, Құдай тағала лайк басқан саусағына құт береке берсін. Енді лайк баспағандарды ештеңе айтпай ақ қоямын, өздерің біліңдер. Теперь я хотел бы поговорить уже о других санкциях. О тех санкциях, которые наложены против Путина, против России, и о роли Казахстана, который активно помогает обходить эти санкции. Вот буквально день-два назад вышло заявление Министерства торговли Казахстана, обращение к предпринимателям, которых власть предостерегает, говорит, что есть санкционный список товаров, что мы призываем вас быть осторожными, потому что если вы эти санкционные товары будете поставлять в Россию, то вы попадете под санкции. Что это значит? Вы помните, на прошлой неделе приезжал госсекретарь США Блинкен, и речь шла о том, что Казахстан участвует, помогает России уходить от санкций, так называемый серый или параллельный импорт. И Токаев тогда начал говорить о том, что власть не контролирует бизнес, что граница 7500 километров. Ну, вы понимаете, что это очередное вранье. На сотни миллионов, миллиарды долларов импортные товары с Европы, с Южной Кореи поступают в Казахстан, официально растамаживаются, и они официально по железной дороге, автотранспортом пересекают таможенную границу. Это не так, чтобы кто-то, челночник, положил два телефона в карман и пересек, и тайно перевез телефоны. Все эти слова Токаева, конечно, не выдерживают не то, что никакой критики, это тупые, лживые слова действующего президента, который даже не может аргументировать, почему власть якобы ни при чем. Не может аргументировать. То есть это смешно, когда на миллиарды долларов товар поступает в Казахстан и говорит, что мы не можем это контролировать, если все это официально по железной дороге и автотранспортом двигается через таможню, нашу казахскую таможню двигается в сторону России. Ну и такие вещи возможны только тогда, когда власть прямо эти действия согласованно с Россией осуществляет. Согласованно, когда банки назарбаевские проводят транзакции, когда таможни, пограничники и все прочие выполняют эти указания, хотя они могли бы просто остановить фуру и увидеть санкционные товары, задержать и оштрафовать. Нет, это не происходит. И нынешняя попытка Министерства торговли просто предостеречь бизнес, сказать, что смотрите, это ваша ответственность, это попытка перевести ответственность со стороны главы государства, органа государственного управления на некий частный бизнес. Я заверяю вас, что это не получится. Хочу сказать, что мы уже почти год методично проводим работу, которая по сути показывает, как власть Казахстана, вассал Путина, такой же вассал, как и Лукашенко, помогает обходить санкции. Вы знаете, весь прошлый год, захлебываясь от восторга, многие наши блогеры или депутаты говорили о том, что Казахстан не признает ДНР и ЛНР. Якобы некоторые украинские и российские блогеры говорили о том, что Токаев всадил нож в спину Путина. Мы все это опровергали и показывали. Я создал специальный канал, который называется «Мухтар Аблязов о войне в Украине», где каждый день выходят тельные публикации и где идет непрерывный фактаж о том, что Токаев прямо помогает Путину в обходе санкций. И если еще в декабре было немало и западных СМИ, и украинских СМИ, и российских, и всех прочих, которые устраивали игру, изображая, что Токаев, вот он на самом деле друг Украины, то вы обратите внимание, что с января-февраля месяца все кардинально начало меняться. В западных СМИ, Госдепартамент США, многие ведущие средства массовой информации, не только Запада, но и Украины, начали уже говорить о том, что Казахстан, по сути, соучастник Путина и помогает в обходе санкций. Мы эту работу тяжелую делали, и некоторые украинские СМИ на меня даже обижались, когда я им просто раскрывал
и бравурные их отчеты называл пропагандистскими, неправильными, обижались на меня, где-то там не приглашали в эфиры, но сейчас ситуация поменялась. И уже не получится теперь уже прикрыться Токаеву. Называется, счет идет на какие-то ограниченные месяцы, когда вот эта тайная или попытка обмануть Запад и Украину закончится очень плохо для режима Назарбаева-Токаева. Очень плохо закончится, будут серьезные вторичные санкции. И, уважаемые друзья, мне задают вопрос по Грузии, когда видят большое количество людей и спрашивают, ну грузины же не создают ячейки, а зачем нам создавать? Ну, нужен призыв, нужно убедить людей, чтобы люди вышли. Есть большая разница между властью, которая существует в Грузии и в Казахстане. При всех погрешностях, при всем том, что нынешняя власть заигрывает с Путиным, стремится с ним выстроить совсем близкие отношения, надо иметь в виду, что оппозиция в Грузии работает свободно. Они имеют свои штабы, они идут на выборы. То есть это не тоталитарный строй. Да, они близки с Путиным, да, они в эту сторону двигаются, но это не тоталитарный режим. И грузины свободно могут заниматься политической деятельностью. Именно поэтому им нет необходимости создавать ячейки. А в тоталитарном режиме, который у нас есть в Казахстане, нам необходимо создавать ячейки, потому что за любую вашу политическую деятельность этот режим начинает увольнять вас с работы, штрафовать и так далее. Поэтому мы призываем создавать тайные ячейки по 2, максимум 10 человек. Выходить на штаб и совместно с нами действовать. Вот для чего нам нужны ячейки. Ну и потом я хотел бы еще коротко сказать, чтобы вы не обманывались. Вы видели президент Грузии Зурабишвили. Она, находясь в Америке, у статуи свободы делала заявление, поддерживала протестующих, и у многих у вас, наверное, было определенное заблуждение, что президент Грузии, ее поддерживает народ, что она якобы обладает реальной властью, и она могла бы дать команду стрелять в народ. Нет, уважаемые друзья, президент Грузии не обладает такой властью. Это просто представительская функция, дарит ордена, принимает гостей, делает какие-то визиты. Это парламентская республика. Мы как раз и говорим о строительстве парламентской республики, но без должности президента. Для чего нам нужна эта картинка? Человек без власти, который просто где-то находится в другой стране, делает призывы и боится приехать в страну не вместе с народом. Нам это не нужно. Поэтому мы говорим о строительстве парламентской республики. Ну и я уверен, что ситуация там не завершится просто так. Мы будем свидетелями, что если существующая власть Грузии будет жестко наступать на протестующих, безусловно, последуют и санкции со стороны Европы и Америки. И, конечно же, экономика Грузии не является там очень сильной, нет сырья и все прочее. Это очень сильный рычаг давления на ту страну, которая заявляет, что стремится в Европу. Вот сдерживающий фактор.